Почти 2200 подъездов отремонтировали в этом году по республиканской программе. Затраты составили 708 миллионов рублей. Обсудим результаты вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня вместе с нами Анатолий Дубовский, руководитель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Башкортостана. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Итак, давайте подведем итоги республиканской программы ремонта подъездов. На ваш взгляд, в чем основные? Вообще программа очень хорошая, и населением воспринимается. Она начала работать с прошлого года. В этом году, конечно же, пандемия подрубила, но все-таки с трудностями. Но мы смогли отремонтировать в этом году уже 2180 многоквартирных подъездов, на квартирных домах. И подводя итоги, можно сказать, что второй год уже прошел более легко, более слаженно, более отработаны были все механизмы. Первый год, конечно, было много недостатков, и мы все время говорили, как Центр общественного контроля, как Общественная палата, призывали граждан брать под собственный контроль, активно участвовать в определении видов работ, объемов работ, и в том даже, что и цвет подбирали в подъездах. И люди пошли навстречу, и, в общем-то, сегодня можно сказать, что усеченная, но программа выполнена. Вы сказали, что коронавирус все-таки повлиял на результаты. В чем это выразилось? Я знаю, что несколько домов для того, чтобы не распространять эту инфекцию, все-таки решили перенести работы. Ну, в первую очередь, это выразилось в сокращении общего количества ремонта. Это, во-первых. Во-вторых, это выразилось в времени. То есть вместо того, чтобы начать в марте ремонт и спокойно, не торопясь, без аврала сделать, да, мы начали только в июне месяце. И в-третьих, да, некоторые 5 подъездов, 5 квартирных домов мы не сделали подъезды, потому что жители сказали, что коронавирус, мы не хотим никакое заражение, движение, да, и поэтому отказались. Но это очень маленькая толика, а так в целом-то, в общем-то, основная масса работы выполнена. Я знаю, что в некоторых домах, где проживают инвалиды и колясочники, также проводились работы. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Вот в прошлом году этого вида работы не было предусмотрено при работах на входной группе. Много очень обращались и граждане, и председатели советов многоквартирных домов с просьбой внести изменения, и власть услышала. И, в общем, до сегодня в 12 многоквартирных домах входные группы были дополнены этими пандусовыми въездами, которые обеспечивают возможность передвижения людей ограниченных движениях. Качество самих работ и каким образом осуществлялся общественный контроль? Во-первых, общественный контроль осуществлялся с самого начала. То есть прежде чем принять решение, каждый дом, многоквартирный дом, имея совет дома, мы именно настаиваем на том, что в первую очередь должны рассматриваться все многоквартирные дома, которые организовались и имеют совет. Но это условия, которые вы хотите, чтобы заработало со следующего года? Я и хочу, да, и они должны будут и со следующего года работать, но мы же уже сейчас, не оглашая это дело, именно на это внимание в основном обращали. Первое – это подготовительная работа. Определиться, какие виды, определиться с дополнительными возможностями совета дома, какие еще дополнительные виды работ, кроме основных, которые определены постановлением правительства, нужно выполнить. Открытие объекта подписывает председатель совета. Контролирует в ходе работы председатель совета. И старшие его помощники, это старшие по подъездам. И подписание акта выполненных работ. И оплата производится только после подписания председателем совета многоквартирных домов. Только с этого же года, да, заработало правило, когда оплата проводилась только после с самого начала программы? Это с самого начала. Мы с самого начала поставили такие условия, и Радь Фаридович об этом попросил поднять всю общественность, и, чтобы
контроль был, не набегаешься вот власти, да, допустим, муниципалитет, чтобы на местах был очень хороший контроль. И уже с первого года были у нас прецеденты, собственники жилья и председатели советов не подписывали акты выполненных работ, пока не будут устранены в рамках постановления замечания и предложений собственников жилья. Много ли было конфликтных случаев? Ну, немного, но были. Какие? Но они, видите, как получалось, они не выходили за рамки вот, взаимодействия с подрядной организацией. Рекоператор, который вот это все организовывает и делает, они прониклись ответственностью за вот эти вот работы и сразу же перед подрядными организациями ставили задачи и условия. Ребят, если к вам обращаются общественники и совет дома, в первую очередь вперед выполняйте все, что они говорят и делают, какие замечания. И большинство своих подрядных организаций, они именно так вели себя. Поэтому здесь за пределы вот Дона, допустим, вот эти конфликтные ситуации не доходили. Просто они были на корню локализованы. Как вы оцениваете работы подрядных организаций, да, и не пополнился ли черный список? В основном сформировался черный список подрядных организаций в прошлом году, когда вот первый год это мероприятие началось, и все подумали, что ж, подъезд, мы давайте-ка как-нибудь тяп-ляп сделаем, а там, куда кривая выведет. А мы же закрутили гайки, и мы к собственникам жилья обратились, контролируйте. Вот тут они не ожидали, и многие провалились. И мы по 2019 году было большое количество, в общем, порядка 20 подрядных организаций, которые были включены и уже не рассматривались. В этот раз всего лишь было генподрядчиков 5, и около 60 подрядных организаций, проверенных. Более того, чтобы вот качественные показатели были лучше, я с самого начала настаивал на том, чтобы подрядные организации, подрядные, были местные, из числа управляющих компаний, либо местной строительной организации. Ну и плюс есть такое теперь правило здесь у нас в республике, которое объявил глава Башкортостана Рази Хабиров, промышленный патриотизм. Совершенно верно, совершенно верно. Я вот выступаю все время в 2019 году, а у нас же как было, я приезжаю с проверкой, и потом все равно председателей советов собираем, выслушиваем их замечания, предложения и так далее. Я все время обращаюсь к главам администрации районов и городов, говорил, на будущий год доведем давайте 100% подрядных организаций из местных. А какой эффект получает экономика и вот конечный потребитель? Так, во-первых, качественные показатели. Мне, сейчас скажу, в Туймазинском районе один из подрядчиков так и сказал, мне стыдно будет перед родителями, я сам здесь живу, что если я выполню некачественную работу. Вот это мне очень понравилось. И плюс ко всему, ну, и отношение управляющих компаний уже к качеству тоже другое. А тоже иногда так из Уфы приехали, что плохо сделали, а мы не досмотрели, не посмотрели, собственники тоже не заметили, вот сейчас не знаем, к кому обращаться. А вот нате, это и рабочие места, это и контроль лучше, это и ответственность лучше. Вот целый комплекс вопросов, которые решаются. А тут еще вот именно такая вот постановка задачи, что надо отечественные производители. У нас же 92% оконных проемов выполнены, а окна меняются во всех подъездах, выполнены из изделий местного производства. Около 70% это почтовых ящиков мы на месте выполнили. Так что здесь это и рабочие места, это и занятость, это и благосостояние граждан, которые работают и не где-то там на северах ищут работу. Вот, пожалуйста. Какие планы будут на 2021 год? Да, мы понимаем, что влияние коронавируса еще все-таки остается, но за основу какие берутся параметры? Ну, за основу берется параметр
чуть меньше этого года. Конечно же, как и глава, тоже Радий Фаридович сказал, что люди, наверное, понимают, что ситуация вот так сложилась, что денег особо и может не хватить, но предусматривается 2121 дом, вернее, один подъезд отремонтировать. Это вот где-то под 690 миллионов рубликов. Это... И давайте, у нас очень мало времени остается, жителям напомним, как войти в программу, что нужно для этого сделать? Чтобы войти в программу, во-первых, должен быть совет дома, и, во-вторых, надо подготовить всю документацию вместе с управляющей компанией и сделать заявку в муниципалитет, в администрацию района, города и поселкового совета или как там. Спасибо вам большое, Анатолий Николаевич. Спасибо. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был сегодня Анатолий Дубовский, руководитель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Башкортостана. И мы говорили о том, как был сделан ремонт в подъездах в Башкортостане в этом году. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.